Салем, друзья! Вы на канале Бизнес по-казахски. Сегодня мы в гостях у Адильбека. Салем, Достар. А у Адильбека свой рентал под названием Кантар Рентал. Да. Адильбек, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к своему Для ренталу? начала сейчас идет такой тренд в развитии любого бизнеса, это развитие его медиа-контента, медиа-развитие. Поэтому чем больше заказов с медиа, да, от юридических лиц тех же на заказы медиа-развития контент, тем больше заказов у меня, потому что снимают для них видеомейкеры, фотографы, мобилографы, поэтому тренд есть, и я просто подумал, что нужно в Астане открывать что-то, что поможет улучшить вот это все, съемку и прочее. И в Астане, тем более, объем рынка не такой большой, здесь мало ренталов. Вот как если в Алмате взять, то их 13 штук, здесь 3 штуки, поэтому объем рынка позволил открыть рентал. Почему такое название Кантар? Самый распространенный вопрос, и я думаю, каждый второй его задает, поэтому я думаю, правильно, что назвал его Кантар, раз его задают. Это запоминающее, обязательно это запоминается. Всем запомнится Кантар, и уже ребята там на слуху говорят Кантар, Кантар. Во-вторых, сейчас вы видите тренд латиницы на казахском. Этот тренд есть. В-третьих, буква Q, да, она вот похожа на диафрагму. Поэтому логотип можно было сделать вот Q. Казах бизнес у нас тоже, кстати, Да. на Q. Q в тренде. Я подумал, может, ты открыл в январе, поэтому... Ну нет, у меня вообще, когда в Таиланде был, у меня мысли были, что надо вот рентал именно открывать. В январе тоже подумал, но не больше не с этим связано. Самая первая причина, это запоминается и это работает, потому что все спрашивают, Кантар, Кантар. Расскажи, как ты вообще пришел к ренталу? Вообще, я изначально, мы сейчас находимся в фитнес-зале, который предоставляет офис. Я изначально тренер, который еще и снимал какие-то видеопродакшн, занимался. И всегда мне нужно было что-то, иногда оборудование какое-то, покупать, да, там линзу за 500 тысяч, использовав ее один раз, и потом она лежит, не окупается, это очень финансово неграмотно, поэтому я начал искать аренда, и наткнулся очень много аренды, но в Алматы. И я был из тех, кто писал в комментариях, когда же вы откроетесь у нас, когда же вы откроетесь у нас. А потом подумал, почему мне не открыть просто ренталов, и все. И уже вот такая идея зародилась, что нужно открывать рентал. То есть ты, получается, работал здесь Да. тренером? Да. Для своей работы ты начал заниматься продакшеном, съемкой, и потом столкнулся с такой проблемой, как нехватка нехватка ренталов в Астане. Сколько времени ты уже открыт? Так, наверное, с мая у меня, конца мая тестовый был, и с июня, будем считать с 1 июня, вот так, я так 1 считаю. июня. Да, сколько у нас? 5 месяцев. Супер. Давайте зайдем, посмотрим, что у вас интересного. Да. Так, получается, здесь у нас Это фитнес-центр. Фитнес-центр, Да, в и котором пункт здесь выдачи. такая небольшая комната. Да. Сколько, вот в первый вопрос, здесь квадратов? Так, здесь, я думаю, 18-19 квадратов, но тут высокие стены, поэтому аренда из этого чуть-чуть больше. Так, сколько Вот. аренда сразу? Давай. Аренда тут 150. 150 тысяч? Но есть большой плюс, что входит сразу электричество, здесь все полностью интернет, все хороший интернет, оптика, электричество, и так как у меня постоянно все заряжается, это очень выгодно. Плюс район сам по себе, он не дешевый, этот район, здесь это хорошая цена. То есть с коммуналкой 150 тысяч? Да, плюс еще, так как я фитнес-тренером здесь работал, да, достаточно лоялен я и лояльный ко мне именно здесь арендодатель. То есть ты, наверное, еще оказываешь по бартеру, да, какие-то? Не, по услуги? бартеру не оказываю, ну просто как можно. Я очень долго работал, и мы хорошо вот на ты разговаривали. Так, какие были вложения по ремонту, может быть? Я смотрю, здесь какая-то красивая картина. Да, для начала я надеюсь, если фото найду, как здесь было, я скину, можете так добавить. Да. Но тут было ужасно. Не в обиду арендодателям, здесь, получается, все свисало, лежало. Я сначала так работал, здесь очень серо было, но я работаю, и мне что-то не идет. Вот не идет у меня работа. Я знаю, что я только взял, я в сентябре, только в сентябре на самом деле я арендовал. Я знаю, что неправильно сейчас вот влаживаться еще деньги, чтобы ремонт сделать. Но, блин, душа не лежит, я не могу работать. И потом подумал, да, надо сделать. И посчитал, в принципе, не так много. Как я и говорил, лояльные были арендодатели, определенную сумму они мне выделили, чтобы, ну, как мини-каникулы такие. Часть я добавил, что я здесь сделал? Полностью покрасил в цвет. Цвет не такой должен был быть, по сути, он должен был быть синий какой-то более, но там неправильно, отчасти я сам это все делал.
отчасти мне помогали, чтобы как-то сэкономить. Вот, и полностью все это вот сделали, ремонт, и ушло, я думаю, 300-400 тысяч, если мебелью считать. 300-400 Да, тысяч. я искал, конечно, варианты не самые плохие, не самые там супер крутые, дорогие, но чтобы это именно в дизайне смотрелось грамотно. То есть это все новое, да? Ты брал Не-не-не. где-то или где-то на Вот OLX? это я, получается, захожу в OLX, пишу желтый диван, А. выходит желтый диван, Ага. все, я еще торгуюсь, все, и говорю, и привожу сюда. В достаточно хорошем состоянии, химчистку заказал, все. Не, ну вообще в целом стиль очень классный, мне очень нравится. Да, я в себе талант открыл Такой, дизайнера. да, какой-то, не знаю, с элементами казахского декора. Да, обязательно, обязательно. да. Классно, очень классно. Так, что у тебя есть из оборудования самое интересное? Из оборудования все, что нужно для фото-видеосъемки есть. Это камеры, это линзы, это световое оборудование, стабилизаторы, рекордеры, мониторы. Даже есть то, что у других нет. Это всякие механические слайдеры, хромакеи, фоны, стойки. На самом деле ассортимент огромный. Я думаю, сейчас, если проанализировать Астану, и даже некоторые, даже в Алмате я могу конкурировать по ассортименту. Это вот твоя полка. Это просто коробочки я с закинул. коробкой, да. Вот. А, Это часть то коробок, есть, часть коробок на складе. Как вообще, от чего ты отталкивался, вот, когда выбирал оборудование? Есть понимание свой, да, я же говорил, что у меня есть опыт определенный, есть понимание свой личный опыт. Также у нас есть один в Телеграме канал, это видеопродакшн, очень популярный, крутой канал. Я советую, кстати, всем тем, кто видеомейкерам, фотографам там зарегистрироваться, потому что реально классный канал, вступить точнее. И там есть понятие аренда техники. Отдельный такой канал, и там постоянно пишут. Я его анализирую, смотрю, ну что в спросе. Плюс у меня еще на сайте есть, не нашли свое оборудование, напишите, какое вам нужно. Я это тоже не оставляю как-то без присмотра, я это анализирую, в конце месяца отчет CRM-ку смотрю и заказываю то, что вот на что спрос есть. Классно. Вот такой подход, я понимаю, да, грамотный. Свет, где ты вообще все заказываешь? С каких сайтов? Так, у меня в основном такого нет, везде по чуть-чуть. Если у нас есть хорошие предложения от наших казахстанских, да, это с Алматы, с Караганды и с Астаны, есть магазины крупные. Если у них есть хорошее предложение для меня, вообще хорошее предложение по цене, плюс у меня там корпоративная скидка есть, то покупаю у них. Кстати, часто бывает так, что в Казахстане дешевле, чем в долларах, да, там с официального сайта заказывать. Вот. Но также я со Штатов заказываю по скидочной цене. У меня есть такой там выход на дешевле, получается, чем я новее, но при этом дешевле куплю, тем у меня окупаемость будет меньше срок, поэтому я стремлюсь покупать. Также, да, не секрет, OLX. OLX шучу, просто смотрю. Если подвернется вариант с хорошим... Часто бывает, человек купил камеру, но не подошло ему, не его, либо деньги срочно нужны. Такое бывает. Также подписан на ломбарды наши. Вот да, так почему нет, тоже. То есть техника не обязательно должна быть новая? Не обязательно новая. У меня, конечно, наверное, не обязательно, но у меня большинство все новое. Вот так вот. А так не обязательно. Если хороший вариант, я посмотрю, там, допустим, если камера, самая популярная Sony A7 III, если на нее в основном видео снимали, а не фото. Износ есть по фото, потому что там может сломаться затвор. А если видео в основном снимали, то еще лет 10 можно снимать. Все, ничего не сломается. Какие были общие затраты на технику? Сколько ты вложил? 9-10 миллионов, вот так округлим. 9-10 миллионов. Да. 9-10 Это полностью миллионов. под ключ, вся техника? Это вся техника, да. Я не считаю там какие-то, то, что у меня уже было, это там ноутбуки, вот это все офисное, это у меня уже было, да. А если то, что именно сдается, это 9-10 миллионов. Ну, ты постепенно пришел как бы к этому, к закупу, или сразу же вот, накопил деньги? Нет. В мае я начал, в конце мая, да, в июне будем говорить, я начал со своей камеры, которая у меня уже была, своего одного осветителя, и микрофон я купил. Я с этого начал и смотрел, есть ли какой-то спрос. И смотрю, спрос есть. И начал уже это купил. И как я делал? Заказ пришел, я купил. Я не покупал заранее. Так. Когда мне поступил заказ, например, один из первых покупок, это был джедайки. Пришел заказ, я сказал, да, есть, сам побежал в магазин, купил, сдал. Все, вот так и постепенно, от спроса, от того, как я расту, я начал закупать. Потому что самое главное, чтобы у меня был очень большой ассортимент.
То есть на самом деле классно делал Адельбек. Если есть спрос, берешь сразу же на месте. Да, и потому что я же не покупаешь. знаю, у меня же опыта нет, и я так и смотрел. А как ты думаешь, вот когда окупится все это дело? Этот месяц последний. Серьезно? Это получается, когда ты говоришь, начал в сентябре? Июнь, в начале июнь. июня, сентября я офис арендовал. Август был самый... август это был переломный момент, когда у меня хорошая прибыль была, и я понял, что надо что-то делать и менять, и еще нашел инвестиции, привлек, которые уже почти что раскидал. То есть, грубо говоря, за 4 месяца Давайте округлим до конца декабря, да? в конце декабря. Грубо говоря, полгода. Это хорошая окупаемость. В этом бизнесе окупаемость Очень нормальная, это год в среднем, да. Но за полгода я окупил полностью все и уже не проигрышно. Все. Это очень такая душа прям расслабилась. Все. Так, сейчас все побежали заниматься ренталом, да? Но есть кое-какие нюансы. Да, но это на самом деле не так просто, ребят. Вот я вижу стол. Да. Вот возвращаемся к теме закупа и ремонта. Вот ты говорил 400 тысяч, да? А стол и стулья, кажется, очень Да, такими... возможно, классными. 400 тысяч покажется для кого-то какой-то суммой, которая вообще, что он придумал. Но на самом деле я, когда вот начинал, да, начинаю, вот, даже я еще начинаю. У меня не так много было денег, чтобы тратить, я больше на оборудование сделал. А здесь я хотел там качественно, но чтобы было недорого. И я просто мониторил. Допустим, вот эти стульчики, у нас это стульчик называется под кодовым словом Зефир. Зефир? Можете ввести на том же Каспи. Понятно, что там есть определенная оценка, но там он стоит 50 с чем-то. Так. Если взять за наличку 40. С Озон я заказал за 20, 21. Так, стол. Понимаете? Стол тоже с Озон 30 тысяч. Ребят, Вот вот это не вот такой вот столик, это толстый слой, это то вот есть еще железо. доставка бесплатная? Доставка бесплатно, курьер Офигеть. просто сюда привозит и все. Если что-то не так, он забирает, акт составляется, что Лайфхак, деньги ребят, возвращаются, если хотите оборудовать офис, ну, смотрится на самом деле очень все классно и стильно. Что еще вот нужно для приемной, выдачи? Пункта выдачи. Пункта выдачи. Ну, минимально, что нам нужно, это какая-то офисная техника в плане принтера по договорам, но я сейчас перехожу больше на цифровой. Я уже перешел, но, к сожалению, пока что у нас люди не готовы там ЭЦП подписывать. Не у всех есть ЕГОВ. Так у меня часть сейчас через электронную подпись, часть вот здесь я печатаю. Большую часть, конечно, печатаю. Так, вот расскажи про этот стол. Давай посмотрим. Так, да. Демо-стол. Демо-стол. Да, я не говорил, что большое время я проработал в такой замечательной сети, как «Белый ветер». Так. Я всем советую там поработать, чтобы понять, что такое сервис, что такое корпоративная среда и что такое вообще иерархия понятия и дело производства. В общем, там все научитесь. И там была такая тема, как демо-стол. Обязательно любой товар выдается на демо-столе, потому что на нем стоят камеры, на нем звук пишется, конечно, отображение, что все это делается. И в случае каких-либо, если клиент придет, там, допустим, и скажет, там, вы мне царапины дали, есть камера, есть запись, есть доказательства того, что все я нормально. вижу, у тебя стоит камера. Да, здесь, и сейчас еще вторую сюда ставлю. Сколько стоит камера, кстати? Тоже Озон. Озон? 15 тысяч тенге, но она пишет ночью, у нее есть звуковая сигнализация, я могу дома сидя сказать, а ну-ка выходите отсюда, я через дорогу живу там. И вот, ну, очень крутая камера, она в облаках хранится, у нее карта памяти своя. Тоже качество Адельбек хорошее. сегодня открыл нам какой-то волшебный сайт под названием Озон. Классно. Ну, то есть этот стол выдачи, как он называется сейчас? Демо-стол. Демо-стол, он Да. обязательно Обязательно, нужен, я чтобы вот советую. Как происходит передача товара? Какой-то договор вы заключаете? Да, обязательно, получается, человек приходит. Для начала давайте изначально, да, как все это происходит. Пишут либо в WhatsApp, либо в Instagram, либо оставляют заявку на сайте. Я так благодарен, когда оставляют заявку на сайте, просто потому что ко мне все так приходит, сразу там время выбрано, и все, мне не надо писать. Вот, и все, товар собирается, я смотрю, есть ли там резерв, нет, говорю, что все доступно, назначаем время, обязательно назначаем время, потому что у меня график стоит выдачи. И человек уже подходит. Для начала, точнее, я ему отправляю анкету, он должен ее заполнить, потому что я не всем... Из-за определенных мошеннических действий, которые происходят в сторону ренталов по Казахстану, анкету не все проходят. И в целях безопасности не могу разглашать, каким образом, но анкету нужно пройти сначала. Так. В дальнейшем я говорю, да, все окей, вы проходите, оборудование есть, приходит такое-то время, человек подходит,
Все, для начала показываю товар, потому что нужно понять, действительно ли то, что это нужно ему. Все, мы определили, что товар ему нужен, все классно, понравилось. Присаживается, составляем договор аренды, вот. И все, подписываем в обоюдном порядке. Акт прием-передачи. Какие-то документы не оставлять? Нет, это незаконно. Вообще юридическую силу имеет этот документ? Тут есть нюансы. На самом деле удостоверение забирать нельзя по закону. Ну, по закону, Можно, да, какую-то там взять телефон, ноутбук, да, написать там договор какой-то, что дал под залог. Но тоже это не Ну, каждый я понял. будет А как отдавать. вот уберечь себя на самом деле? На самом деле это анкета. По анкете я своей понимаю. Случаи были. Случаи были, и уберечь себя от этого нельзя. Гражданское право, к сожалению, не защищает таких честных вот предпринимателей, как я, потому что если человек договор подписал, он забрал, то все это идет в гражданское право сначала, там аннулируется, это квалифицируется в уголовку мошенничества, и только потом это все начинает действовать. За это время все уже. Поэтому этап анкеты у меня есть там. И плюс здесь я, знаете, уже по реакции чуть-чуть понимаю. Если человек такой, он для чего, где снимать будете, нормально на эти вопросы не отвечает, уже что-то странное. То есть происходит. нужно быть еще и Да, психологом, да? у меня 2 случая было, поэтому я уже примерно картину понимаю, как это происходит. Расскажи, что ты делаешь за рабочим столом обычно? Здесь у меня, я принимаю заказы, вбиваю их в таблицу, потому что была проблема поначалу, да, я пытался в голове все запомнить, когда я вообще забывал про клиента и отдавал его оборудование. Вот. Да, стыдно признаться, были такие моменты, но я сразу подумал, что нужно простую Excel-таблицу, она все решила. И все, и у меня есть понимание, что вот красненьким горит, это заберут, а зелененьким это значит принесут. Все. То есть все просто и банально, да? Да, Как все цельки просто, на ведешь? самом деле, да. Но сама CRM у меня в Тиле. Она с сайта, все заказы приходят туда в основном. И если даже человек оттуда не сделал, я вручную сделаю, чтобы она туда пришла. Давай, вот интересная очень тема. Какие товары самые популярные? Вот что Популярные происходит? товары самые, это вот то, что на нас. Это микрофоны, петличные, радиосистемы и, в частности, от компании DJI. Вот, да. И Это топ прям один, да? да, По сдаче они вариантов? сдаются в среднем, да. У меня 2 версии, вот что хорошо. По 3000, это с одним микрофоном, и по 5000 с 2 микрофонами. Вот, за сутки. И вот возьмем, если за 5000, если его в среднем он сдается 4-5 раз в неделю, это 20 тысяч, 80 тысяч в месяц. Моя закупочная его цена это 130 тысяч тенге. 130 тысяч? 135, да, хотя стоит он 200, 220 даже. Вообще Вот. классно. И А у тебя получается много 20. вообще в наличии таких микрофонов? Микрофонов у меня 6 сейчас будет, 6 что я заказал, микрофонов. да. Классно. Это, ну, Вот это их откуда ты заказал? именно DJI со Штатов. Со Штатов? Да, у меня есть там поставщик официальный, и этот хороший делает. А с Китая не выгодно? Я не знаю, я с Китая ни разу не заказывал. Если я просто с Alibaba, там, с Алиэкспресса, точнее, заказываю себе какие-то клетки, там что-то такое нужно, то, что здесь не найти. Ну, и опять же, повторюсь, часто бывает, что на Озоне это есть. Озон, там, Wildberries, это есть. Просто там тенге на тенге 100-200 дороже, ничего страшного, зато приедет за 5 дней. И всё. Ладно, перестань уже рекламировать Озон. Надо самим же протестить. Давай топ-3 самой арендуемой техники Топ-3. в твоем рентале. Первое место это это микрофон, как микрофоны, мы сказали, да. DJI, Второе место, я не могу сказать камеры, да, их часто арендуют, но камера это не то оборудование, которое приносит тебе хорошую прибыль, это тяжело окупаемо. Но камеры нужны для того, чтобы делать кросс-продажи. Клетка, флешка, там, батарейка, объектив, там, этот штатив, они нужны. Но на самом деле сами просто, если посчитать, то камера в среднем стоит 1 000 000, и сдается она по 15 тысяч. Ну, это просто Тяжело. это Ну, очень долго тяжело. окупать. Но если подключить кросс-продажи, да, если мы продаем смартфон, то к нему чехол. Да-да. Также здесь. Поэтому камеры Камеры. давайте сделаем вторым. И третье, то, что я для себя открыл, то, что я не прогадал, это световое оборудование. Свет. Я посмотрел, помониторил, даже у алматинских мало световых решений, но я подумал, юрлицы, я хочу подключать юрлиц больше. Что им нужно? Им нужен свет. Возможно, у них уже на балансе есть телефон, у них есть там микрофон, но что у них нет? У них нет света. И вот свет это был хороший закуп для именно работы с юрлицами. Ну, по идее, в продакшене
как ты сказал, больше ничего и нет. Ну, грубо говоря, да, камера, звук, и, да, и Ну, свет. там уже дальше уже слайдеры, там у мелочи. меня, Ну да, да, есть там уже какие-то такие. квадрокоптеры, слайдеры и Кстати, прочее. квадрокоптеры, они как вообще сдаются? Дрон есть, он один у меня, Ага. DJI Mini 2. Я пока что брать не буду больше, потому что это то оборудование, которое большой риск у него, что его сломают. Легко разбить. Легко разбить, да. Вот. Поэтому это просто какой-то мой, да, я его сдаю Мгм. и все. Но я не буду закупать, потому что либо должны приходить с сертификатом пилота. Здесь вот камеры, Так? да, еще есть FX3, FX3. FX3 она там очень дорогая, но вот A7 IV, A7C полнокадровый, FX30 недавно купил. И вот это вот решение, это пока что я только вчера она приехала. Это, я думаю, оно взорвет Так. у меня, потому что это недорогой на самом деле, но он снимает достаточно хорошо. Я хочу сделать вместе комплект, там объектив, свет, именно для экспертных рилс, образовательный экспертный рилс. Он будет недорогой. Получается, какой мой плюс, если вы зайдете на мой сайт, вы увидите, что есть уже готовые комплекты по вашему бюджету. Описаны минусы, плюсы, в чем этот лучше, почему он дороже. Ну и все. Очень удобно. И человек приходит просто, так вот это мне. Вот что самое главное? Почему, как думаешь, в чем успех твоей компании? В сервисе или в чем? Так, в сервисе я не могу сказать, просто вот у нас был Pixel Rental такой, да, я помню в Астане, в Алмате он хорошо работает, в Астане я арендовал просто для пробы, это еще в мае было, и там просто парень вышел такой и говорит мне, так, ты сейчас в кафешку приедь, я тебя в кафешке выдам, а ты заберешь у меня, я там в клубе буду, и как-то вот не так, что я в клуб еду отдавать оборудование, ну, сервис, поэтому сервис, думаю, очень важен, ассортимент и мелочи, которые, ну эти мелочи как, это опытный путь, то что я работал там и спортмастере продавцом, и белом ветре, и прочее, это вот просто, да, я распечатал договор, у меня есть файл, я положил файл, отдал. Особенно юридические лица это ценят. Вот, То поэтому есть, мелочи вот эти вот. внимание к деталям. Внимание к деталям, Очень да, важно. это очень важно. Ну и также следить за оборудованием, потому что я постоянно его проверяю, там чищу, пылинки даже нет. У меня какая была стратегия? Я вас, базовые научу, не надо бояться камеры, мобилографа, приходите, пробуйте, поднимайте чек. На 1 сентября, за неделю я начал давать акцию, что Target еще сам настроил под мамочек. Сфотографируйте своего ребенка на фотоаппарат на 1 сентября, и это работало. И потому что у меня там было написано, несложно, обучу. Они же чего боятся, что там какие-то кнопок кучу. На самом деле, тут уже это последние модели, на автоматически ставите, и они будут выдавать классные картинки. Да, понятно, что будут на ручных лучше, но этого достаточно. И я как бы агитирую, чтобы не боялись, я научу, обучу. Супер. Вот такие крутые пакеты, маркетинговые предложения очень сильно играют роль. А вот сразу же тогда исходящий вопрос, как ты продвигаешься? Какие методы используешь? Так, первый, это я сделал таргет, я сам его настроил, я не знаю как, но удачно, прям с первого раза. Так. Он у меня настроился. Первым, что у меня был пост под таргет, это готовый комплект для съемки экспертных рилс. Потому что если вы откроете вот эти рилсы, сейчас одни эксперты, значит у нас тоже много экспертов. Я сделал по хорошей цене его, все укомплектовал и подал в таргет. От этого начали подписчики и заказы хорошо идти. Вот сейчас я говорю, уже второй комплект делаю более бюджетный. И получается таргет в Инстаграме, также Google AdWords. Там я тоже зарегистрировался, что-то сам настроил. В принципе, работает. Не до конца там изучу, потому что я в поисках не первый, хотелось бы первым быть. Ну, буду изучать это все, там, скорее всего, индексация нужна. Я также, что выделить, я хожу как спонсор. Я являюсь фанатом именно казахстанского кинематографа. Потому что мне реально нравится, и я студентов поддерживаю. Я уже ходил в несколько университетов как просто спонсоры, где-то жюри ставили меня. И я просто в шоке, как ребята там 19-летние снимают. Я даже одним сказал, все, упакуйте саунд-продакшн Netflix, потому что так снимают и вообще круто. И вот там, где как смогу, там 50-100 тысяч на аренду я выделяю, сертификат. Да, обязательно поддержать, там все довольны, такие вообще атмосфера классная, мне так нравится, вот именно среди вот прям 18-22 года сидеть, они такие амбициозные, крутые. Как спонсор хожу, и я это делал с побуждением, просто я фанат молодежи, который снимает, да, но сейчас у меня достаточно много клиентов именно студентов, также у меня скидка студентам 10%, да, все, поэтому вот
продвигаюсь спонсорством, свое лицо везде показываю, хожу по всем мероприятиям. Ну и, в принципе, я думаю, Тугис очень, кстати, хорошо помогает. У меня также есть анализ, когда анкету заполняют, откуда вы узнали. Тоже это обязательно. И Тугис очень, кстати, хорошо в процентном соотношении, он хорошо идет. По Тугису Навигатор. Да. Вообще. Вот. Также такой совет тем, кто открывает какой-либо бизнес, тот же рентал, Яндекс. Яндекс картах зарегистрироваться как бизнес именно, и он в точках появится, плюс еще какой он в Яндекс такси появится. Это очень круто. Вот там, ну, все вот эти мелкие детали я взял. Вот я вижу Каспий терминал. Давай про налоги, как ты платишь, какие используешь терминал. ИП у меня уже был по упрощенке, так как я тренером работал, у меня все настроено. Просто, что я сделал, я поменял ОКЭТ. ОКЭТ, ну, деятельность. Да, деятельность. Я, точнее, не поменял, я дополнительно добавил как аренду. Все, дальше мне нужно было кассовый аппарат, но у меня был до этого Каспий Pay, и тут именно в апреле мне подвернулось предложение от Каспий, их Каспий Касса. Только на услуги тогда было, сейчас вот с сентября месяца, не ошибаюсь, уже на товарку тоже. Я подключил Каспий Кассу, и это очень круто, потому что ничего не нужно, я вбиваю сумму, чек отправляется в налоговую, чек отправляется клиенту, и у меня хранится. То есть у тебя база какая-то уже непосредственно в кабинете есть, и налоги, я так понимаю, ты сразу же из кабинета? Нет, налоги это как происходит? Налоги сдаются один раз в полгода. Я сам не делаю, я уже на этом... Я на этом уже наступил, на эти грабли, потому что там я получил штраф 8 с чем-то тысяч. Я тогда понял в налоговой, что маленьких штрафов там не бывает. Вот, и поэтому я каждые полгода обращаюсь к бухгалтеру. Да, раньше обращался, а сейчас с недавних времен я взял на удаленку бухгалтера, на постоянку. Сколько сейчас, интересно, бухгалтерия берет? На самом деле не так много, кажется, да, там какие-то большие деньги, но вот сдать отчет через вот это полугодовой 5-7 тысяч всего лишь. Раз в полгода ты обращаешься к бухгалтеру, 5-7 тысяч платишь, отчет. И все, и голова не болит. Потому что в плане оплаты налогов ежемесячной тот же Каспий, заходите оплатить налоги, он все посчитал, просто вбить все, он все посчитал сам, оплатить все. Ежемесячно, полугодовой как оплатить, через полгода, а еще индивидуально подоходный, 3% оплачивается. Тоже Каспий все посчитает. Все. Ну, не будем рекламировать эту замечательную систему казахстанского производства, но действительно она работает и хорошо работает. Вот, в принципе, это все легко, на самом деле, никаких там документаций надо. Я просто никогда нигде не показывал. Можешь продемонстрировать, как это вообще работает? Вот ты вбиваешь сумму. Я вбиваю сумму, допустим, там 2000 тенге, принимаю оплату, и у меня есть наименование. Ты вбиваешь наименование. И тут у меня уже есть готовые. Это вот аренда оборудования, фильтр, транспортировка оборудования, образование. Ну, то, чем я занимаюсь. Я выбираю аренду оборудования, далее принять оплату, все, человек оплачивает QR. Она поступает от меня на юридический счет, чек клиенту, у меня хранится и налоговую. Супер. Все просто. Никаких вообще проблем. Единственное, есть, что нужно по вот этой части касается, это работа с юрлицами. Это тут нужен бухгалтер все-таки, поэтому я сейчас беру на удаленку бухгалтера. Я умею все это. Не, счет на плату, это все умею. Это вот то, что это я умею все делать. Акт выполненных работ, электронный счет фактуры на портале. Вот это все я умею, но где-то определенные детали я ошибаюсь. Это колоссальные штрафы, там 140 тысяч, кажется, за одну неправильность данных. Огромные штрафы, я советую здесь не экономить и на аутсорсинг бухгалтерию подключать. А вот часто ли обращаются юрлица большой крупной компании? Я хотел бы больше, но я думаю, мой плюс именно в Астане среди ренталов, я работаю с юрлицами активно. Так как у меня есть опыт работы в корпоративной среде, я все тонкости знаю, привлекаю их, я не ленюсь. Прихожу утром, открываю Тугис, открываю образовательные компании и каждому делаю рассылку. Все. Из там 100 человек, если двое отзовутся, это классно. Есть ли сезонность в твоем деле? Я думал об этом, но сезонности, я думаю, нет, потому что, будучи видеографом, я замечал, что у меня заказы есть всегда. У хороших видеографов заказы есть всегда, есть заказы у них, есть заказы у меня. Поэтому сезонности, понятия такого нет. Сколько человек сейчас работает с тобой? На данный момент я и бухгалтер.
на удаленке. В дальнейшем я понимаю, что если я хочу развиваться, мне нужно думать больше о стратегических каких-то целях. Мне нужно фокус туда уходить, и я буду нанимать сотрудника обязательно. Вот. И столкнусь с чем-то новым, это нанимать сотрудника. Так, ну и, соответственно, про планы на развитие. План на развитие колоссальный на самом деле. Я бы не начинал бизнес, если бы не было возможности его масштабировать. Да? Доска у меня есть, я на доске разделил по двум направлениям. Первым это глобализация, это выход на другие города. Я не буду выходить в Алматы пока что. Ну, слаб я слишком выходить в Алматы на данный момент. Там работают много лет они. Это открытие в Караганде, открытие в Шымкенте, открытие в Актау. И дальше уже посмотрим, если капитал будет достаточно хороший, мощности будет хорошая, можно открываться в Алматы. Также у меня есть колоссальный план на открытие в рентала в Юго-Восточной Азии, в том же Таиланде, Пхукете. Я там был, сделал анализ, ренталов там нет и достаточно. Я думаю, я смогу. Проблем в этом никаких нет. Спрос будет огромный, я его предвещаю. Поэтому вот, выход даже на международный уровень. А если второе взять, то это кросс-проекты. Это те проекты, которые связаны непосредственно с этим, но они по другой направленности. Допустим, у меня есть определенная аудитория, нужно ее использовать. Да, это целевая аудитория. Поэтому я думаю уже создаю, товар-марк зарегистрировал. Это D-Help, Digital Help. Это проект, в котором соединяются объединяются исполнитель и заказчик. Заказчик это какое-то юрлицо, либо физлицо, которому нужен контент. Исполнитель – это моя целевая аудитория в Инстаграме. Это видеомейкеры, фотографы, биографы и прочее. Все, эти люди нужны друг другу. Мой сервис даст им возможность сотрудничать. Это D-Help. А следующее, конечно же, оборудование должно использоваться по максимуму, не должно быть простое. Поэтому я буду расширяться, я хочу открыть студии, но контент-студии. Не для того, чтобы пофоткались что-то, а именно для контент-студии. Что сейчас в тренде? Экспертный рилс, обучающие курсы и подкасты. Вот именно там открыть. Чтобы оборудование не простаивало, оно было либо в аренде, либо использовалось в студиях. Именно вот это. Если больше уже дальше смотреть, также я хотел бы открыть и в Астане, также объем рынка позволяет это открыть магазин фото-видеотехники. Конечно, это уже большой уровень финансовых вложений. Там нужно будет привлекать еще инвестиций больше. По моим расчетам, достаточно много, но я думаю, это тоже будет одна из кросс-проектов. Поэтому я считаю, что не нужно начинать бизнес, если у тебя есть какие-то амбиции, когда этот бизнес не может перейти в какую-то масштабировать. Он не может масштабироваться. Обязательно, если что-то создаем, он должен масштабироваться. Вот. Грандиозные планы, Адильбек, Да. так что пожелаем ему только Я удачи. сам в шоке. Адильбек нам специально поставил красивый свет для наших финальных вопросов. Вот самый интересный вопрос, который любят наши зрители на сегодняшний день, хотя ты работаешь не так давно, какая у тебя выручка? Выручка, вот я скажу по прошлому месяцу, он был хороший достаточно, это 2600. 2600 выручка, если оттуда минусовать амортизацию. У меня амортизация это 13%. Да? Я посчитал, что для моего именно оборудования 13% это оптимально. И 10% округлим, то там минус 260 тысяч, плюс у меня аренда здесь 150, плюс подписки определенные, да, я в облако отправляю файлы. И вот такие по мелочам, если посчитать, то я думаю 200 вот выходит, которые я могу использовать на какие-то цели, либо для развития, на другие проекты, на личные цели какие-то, вот, покупки. Остается 2 2 миллиона 2 чистая миллиона прибыль. 100, 2 миллиона, да. Это последние, давайте так скажем, чтобы честным быть, ноябрь и декабрь это последние месяца, когда я инвесторам, который привлек инвестиции я в августе, это последние месяца, когда я им отдаю, все. И потом уже все, что дальше, если их минусануть, то все, что дальше, уже чистая прибыль будет, которой я уже могу распоряжаться. Вот. И инвесторам, кстати, огромное спасибо. Инвесторы, да, это как Ильяс Исатаев, владелец Invictus, я его рилс смотрел, он там сказал, кто для инвестора, для вот этого стартапа, который только начал. Это как-то, я точно не могу процитировать, но он сказал, что это друзья, там 3D, там друзья, дураки и прочее. У меня это были, я же работал тренером,
И у меня были клиенты, которые достаточно, ну, у них есть определенные финансовые, могут финансово мне помочь. Они инвестировали по 30% годовых, которые уже получается, с августа месяца я до декабря уже раскидываюсь с ними. Хотя у нас на год, но я сказал, я пораньше раскидаюсь. И вот благодаря инвестициям, как я привлек инвестиции, есть такой тоже блогер, Джамбул Инвестиции, возможно, видели. Я как-то год назад у него интересовался по поводу инвестиций, и он мне отправил текст сообщения. Я просто его скопировал, вставил, заменил все на свои цифры, и все. И оно сработало. И все, так привлек инвестиции. Вот, друзья мои, как говорится, кто хочет, тот найдет. Ильбек, что мы можем разыграть в конце нашего выпуска? Мы можем разыграть, точнее сейчас идет розыгрыш вот этих замечательных микрофонов, да, вы слышите, какое классное качество. Звук действительно крутой. Это нужное оборудование, которое должно быть у вас. Для участия что нужно сделать? Нужно подписаться на канал Instagram, точнее, Казах Бизнес, Instagram Контар Рентал, арендовать оборудование от 5000 тенге и сделать репост закрепленного именно видео розыгрыша на странице Контар Рентал. Ребят, действительно, мы пользуемся с самого начала наших съемок, до сих пор микрофоны не подводили. Это must have. И в конце, по традиции, мы просим дать совет начинающим предпринимателям. Совет? Может быть, видеомейкер, может быть, кто-то захочет открыть свой рентал. Видеомейкеры знают, что делать, у них это в крови. Я считаю, что мы очень круто делаем видео, просто потому что мы есть. А в плане бизнеса я советую начинать тогда, когда у места сплетения есть амбиций и навыков. Если у вас есть куча амбиций, но нет навыков, тогда покупайте эти навыки. Но именно начинать тогда, когда есть места переплетения навыков и амбиций. Друзья, ну а вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите наших следующих выпусков. Дильбек, все, спасибо, что пришли. Развития вам.